Добрый день, дорогие друзья! Хайырлы күн, кадерлі достар! Мы рады снова приветствовать вас на нашем канале. Изучение языка может быть легким и интересным. Наши видеоуроки докажут это. Мы уже умеем знакомиться, говорить о себе, получать информацию о собеседнике. Пора знакомиться с вашими близкими, но перед этим повторим лексику прошлых занятий. Сәлем – привет. Хаума – здравствуй. Хаумағағыз – здравствуйте. Таныш булайық – будем знакомы. Мин Назгүл, а хин. Я Назгуль, а ты. Мин бик шат. Я очень рада. Хуш – пока. Хау булығыз – до свидания. Тыңлайым – слушаю. Гафу итегіз – простите. Кім харай? Кто спрашивает? Әйтегіз әлі зинхар. Скажите, пожалуйста. Рахмат – спасибо. Посмотрите видеосюжеты, обращайте внимание на титры и переводы, повторяйте новые слова за героями. Старайтесь запомнить их произношение. Азалия, сәлем. Сәлем. Рахимит. Хәлдәрің нисек килеп киттең? Әйбәт. Был бөгөн фатир. Матур. Әйдә, түрдән үт. Тышта һауык түгелме? Юк, йылы. Үт. Назгүл, ә бұл кем? Был минең ғаиләм. Был минең әсәй. Фәнүзә Галиян кызы. Ул мәктәптә укытучы. Был минең атай. Рәмил Сирждин улы. Ул етәксе. Ә бұл кем? Был минең кустым Искәндәр. Ул Өфөлә укый. Студент. Инженер һөнәрен үзләштерә һәм бик күп китаптар укый. Һәм шулай ук минең өлкән агаем һәм апай-һеңлеләрем бар. Какая у тебя большая и красивая семья. Я тоже хочу тебя познакомиться со своей семьей. Кстати, как будет семья на башкирском? Гаилә. Давай попробуем произнести. Гаилә. 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 Был минең әсәй. Был атай. А был бабушка. Бабушка – это өләсәй. Өләсәй. Мин бәхетле, минең өләсәйең бар. Азалия, әйдә күстән эшләп сәйсәйек. Әйдә. Друзья, вы заметили, когда Назгуль говорила о своих маме, папе, младшем брате, использовала местоимение «минең», «мой», «моя». При помощи притяжательных местоимений выражается принадлежность. Например, «минең фатир» – «моя квартира», «минең үй» – «мой дом», «минең өләсәй» – «моя бабушка». Рассмотрим, какие еще притяжательные местоимения есть. В единственном числе, в первом лице «минең», «мой», «моя», «моё». Второе лицо «хинең», «твой», «твоя», «твоё». Третье лицо «уның», «его», «ее». Во множественном числе, в первом лице «безҙең», «наш», «наша», «наша». Второе лицо «һеҙҙең», «ваш», «ваше», «ваше». Третье лицо «уларҙың», «их». Азалия, ә һинең олатайың бармы? А кем ул олатайым? Олатай – это дедушка. Олатайым – мой дедушка. Я не совсем поняла. Ты же сказала, что принадлежность выражается притяжательными местоимениями. Хинен олатай. Все верно, Азалия. В башкирском языке принадлежность выражается также специальными окончаниями, которые присоединяются непосредственно к слову, которое обозначает предмет, принадлежащий кому-либо. Смотри, бульмя – комната. Чтобы выразить принадлежность, мы можем сказать минең бульмя – моя комната, либо же бульмям, что тоже означает моя комната. Так, теперь надо потренироваться. Давай ты будешь мне говорить слова, а я буду говорить, что они мои. Давай. Например, баш, Башым, фатир, фатирым, атай, атайым, әсәй, әсәйем, һеңле, һеңлем, 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 агай, агайым, өләсәй. өләсәйем. Азалия, олатайың бармы? Әйе, олатайым бар. Афарин, һинең дә гаиләң бик зур, бик шәп.
Чтобы узнать, какой аффикс нужно добавить, необходимо обратить внимание, на какой звук оканчивается основа, и на огласовку слова в целом. При этом помним закон сингармонизма. В пределах одного слова могут употребляться только гласные одного ряда, либо только широкие, либо только узкие. Например, после корня, где оканчивается на гласной, то добавляем окончание «м». Например, «кусты» – «кустам». После корня, где основа оканчивается на согласной, добавляем окончание «м», «м». Әсәйем, например. А во втором лице «ң», «кустың». Когда на согласной «ң», 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 «ң». Әсәйең. А в третьем лице «х», 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 «х». «Кусты», «х», «әсәйе». Во множественном числе добавляем окончание «быҙ», «беҙ», «быҙ», «беҙ». «Кусты», «быҙ», например. «Әсәйе», «беҙ». Во втором лице добавляем окончание «ғыҙ», «геҙ», «ғыҙ», «гөҙ». «Кустығыҙ», например, «әсәйегеҙ». И в третьем лице мы добавляем «х», 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 «х». «Кустыһы», «кустылары», «әсәйе». Ярар, һау бул, Азалия. Әсәйеңә сәлем әйт. Һау бул, рәхмәт. Ипләп йөрө. Хәйерле юл. Итак, на сегодняшнем занятии мы научились знакомить собеседника со своей семьей и узнали о категории принадлежности в башкирском языке. Повторим некоторые новые слова. Әсәй – әсәйем. Мама – моя мама. Атай – атайың. Папа – твой папа. Кусты – кустыһы. Младший брат – его младший брат. Олатай – олатайыбыҙ. Дедушка – наш дедушка. Өләсәй – өләсәйегеҙ. Бабушка – ваша бабушка. Фатир – фатиры. Квартира – его, их квартира. В конце каждого занятия мы будем давать вам советы, которые помогут еще более эффективно изучить башкирский язык. Итак, совет первый. Постоянно слушайте башкирскую речь по радио, по телевидению, речь носителя языка. Это поможет привыкнуть к его звучанию и уловить ритм. Сегодня для прослушивания предлагаем детское стихотворение. Әсәй менән өләсәй көндә эсә тәмле сәй. Һөт һырайҙа тора мыяу, сәй яратмай шул бесәй. Давайте попробуем перевести на русский. Мама с бабушкой пьют вкусный чай каждый день. Мияука кличка кота, это просит молоко. Чай не любит же коты. Удачи вам, до встречи. Уңыштар осрашканга тиклем һау булыгыз.